Эту удивительную на самом деле книгу написал татарский филолог, ученый, писатель из Набережных Челнов Рафис Салимжанов. Выпуск 13. Аркадий Гайдар, Владимир Высоцкий, Раиса Кудашева. Какое отношение имеет к тюркам? Самое прямое, между прочим. Но давайте все по порядку. Между прочим, в начале своего творческого пути Аркадий Гайдар не стал зацикливаться на своей фамилии Голиков, а взял псевдоним, который происходит от тюркско-татарского слова «хайдар», которое означает «всадника, идущего впереди», «айдар» от слова «айда», «айдауче». Воевал 16-летним подростком Аркадий Голиков среди хакасов против так называемой банды атамана Семенова. Атамын. Тысячник в армии древних тюрков. Ата. Отец. Мын. Тысяча. То есть против простых крестьян воевал, которые восстали, чтобы скинуть не очень понятную им власть советов. Натворил Аркашка в Хакасии много бед по молодости и глупости. Между прочим, хакасы – один из тюркских народов Сибири. Само название у них – Тадар. Устаревшие минусинские татары, абаканские татары, ачинские татары. Сибирь – родина тюрков. Они там жили с незапамятных времен. Мы об этом тоже знать не знаем, ввиду традиционной неисторичности тюркско-татарского языка и запредельной неактуальности истории тюрков в России. Своему сыну Аркадий Голиков Гайдар дал тюркское имя Тимур, что, конечно, странновато. Написал Гайдар Голиков потом, в советское время, знаменитую повесть «Тимур и его команда». И вот так, с легкой руки бывшего 16-летнего командира полка Красной Армии, появились в нашей стране пионеры-тимуровцы, которые помогали старикам дрова колоть, воду таскать и остальные дела делать по хозяйству. То ли из глубины леса, то ли из глубины веков мне как будто слышится гортанное пение тюрков. Кстати, жил-был один мудрец в советское время в СССР, Владимир Высоцкий. Да, он. И гортанное пение тюрков. Грязью чавкая, жирной да ржавой. Пересолона да горько, кисло-сладкою, голубою, родниковою, ржаною. Грязью чавкая, жирной да ржавою, вязнут лошади по стременам, но влекут меня сонной державою, что раскисла, опухла от сна. Естественно, не только тюрки так пели. Короче, это еще не открытый пласт жизни. Народы не знают, как жили они в древности. Итак, чавкая. От тюркско-татарского чапылдау. Жирной да ржавою. Тут у Высоцкого есть неприметная частица «да», «бардым да», «кайттым да», которая применяется в русском языке в той же форме и в том же значении, что и на тюркско-татарском языке. Дальше. Ржаною от тюркско-татарского «арыш». И еще. Соловей нового времени Высоцкий интуитивно чувствовал и нашел то, о чем до него еще никто не додумался. Древнее гортанное пение народов. А сейчас про другое. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Кто это написал, эти гениальные строки? Автора в студию. В лесу родилась елочка. Бог ты мой!
Так может сказать только женщина, мудрое, красивое создание природы, которое может сотворить прекрасное, родить, выхаживать и вырастить человека. В лесу она росла. Как написала, как написала. Кстати, автор действительно женщина. Раиса Кудашева или Райса Кудашева. Корень фамилии Кудаш происходит от тюркско-татарского «красота». И данное стихотворение появилось в 1903 году в журнале «Малютка», откуда взял его сочинитель этой музыки Леонид Бекман. И в день рождения дочери в 1905 году сочинил к этим словам музыку. Есть там какой-то сакральный смысл. А вирши про ту елочку придумала сама княжна татар-латвийская Кудашева Райса. А Бекман про ту елочку мелодию сложил. И вот напев Тюрингии по всей стране поплыл. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Следите за нашими выпусками. Продолжение следует. Давамы вам.